Чего вы ждете от вступительной кампании? Как повлиял карантин на активность абитуриентов? Ну, от вступительной кампании мы ждем успешной вступительной кампании, чтобы она состоялась, потому что я позволил себе чуть-чуть поиронизировать по той простой причине, что вот этот карантин, ну, очень многих родителей и детей, ну, дезориентировал, вы понимаете, что они как-то немножко потерялись во времени, не в пространстве, а именно во времени, потому что, ну, самое первое состоит в том, что вся вступительная кампания сдвигается, и она будет проходить в августе, а не в июле, как обычно. И если раньше наша вступительная кампания с июля, с начала июля продолжалась до конца сентября, то в этом году, и вот это утешительное обстоятельство, оно начинается с августа, с первых чисел августа и продлевается до конца октября. Я хочу сказать, что как было 3 месяца для поступления в университет, так и остается 3 месяца для поступления в университет для детей с оккупированных территорий, из Крыма, там, Донбасса, Луганска и так далее. А те, которые поступают к нам после окончания украинской школы, те, которые, например, на материковой части Украины школу заканчивают, то они, ну, сначала будут сдавать ЗНО, которое тоже сдвигается, ну, прямо скажем, даже нет, может быть, до конца абсолютной ясности, как она пройдет, потому что тут тоже сложная ситуация. И они к нам будут тогда в августе, те, которые будут сдавать через ЗНО, приходить к нам в университет. То есть вот тут главное каждому, кто заинтересован в этой кампании, помнить, что по срокам сдвигается на месяц, но, по крайней мере, ничто не отменено.